Что хотят? Чтобы мы освободили эту землю? Чтобы она вот осиротела, осталась? Да дайте ей красоваться. Пусть живут коми-ижемцы. Нас действительно не так много здесь. А то получится как? Как на Дальний Восток будут потом созывать. Потом все помним, что тут Печора. Печора рядом. Ведь все эти малые ручейки, они все попадают в реку в большую. Печора является крупнейшим нерестилищем для ценных пород рыб. Почему мы ее не охраняем? Что сделали на Вольме? Кто там был, знают. Прекрасную речку тоже для нереста. Что вокруг? Сколько поуничтожили леса и всего. Но есть же какие-то законы, водоохранные, не знаю, зоны. Но почему ничего не соблюдается? Очень обидно. Но сейчас нас много. Мы должны сказать свое слово. И еще раз обратиться. Услышьте, услышьте и найдите средства, не такие огромные на фоне доходов, чтобы перенести действительно нужный экологический объект в другое удаленное от населенных пунктов место, чтобы наши дети, мы хотя бы не боялись этого, живя и думая, что а вдруг от этого заболеет чей-то ребенок. Лукойл нам как говорил на последнем заседании? Скажите, что мы тут сделали? Да, сделали. Поменяли окна в школе, сделали ремонт в детском саду. Да, спасибо, но не в пояс кланяемся. Может получиться так, что через 20 лет не нужна будет ни эта школа с пластиковыми окнами, ни отремонтированный детский сад, потому что молодые семьи будут уезжать отсюда в более благоприятные районы, будут бояться здесь жить. Нет, мы не против добычи нефти или Лукойла, не против появления новых рабочих мест. Мы против произвола, наплевательского отношения на мнение людей. Против закрытых разговоров на тему разлива нефти, утечек в трубопроводе. Мы против загрязнения нашей природы. Пожалуйста, услышьте нас, мы просто хотим жить. В прошлом году по всей реке Ижма плыла пленка нефти, а лед при ледоходе была черной. Рыба воняла нефтью, а если здесь через землю в наши колодцы и скважины будет попадать нефть, что мы будем пить?